بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Инша Аллаху Рахман, мы с вами сейчас сделаем второй урок по Муалиму Сани. У вас было домашнее задание выучить четко и хорошо алфавит. То есть в первом уроке я вам давал домашнее задание. А сейчас в втором уроке мы, инша Аллаху Рахман, будем изучать харакаты. С правой стороны мы видим букву алиф и букву ра, а с левой стороны эти буквы плюс еще харакаты сверху, внизу и так далее. Сейчас мы это разберем, иншаллах, по отдельности. Это буква алиф. В арабском языке есть фатха, касра, дамма, то есть а и у огласовки. Если над алифом дать огласовку фатха, это называется фатха. Фатха. Он дает нам звук а. Это будет а. А теперь алиф и внизу есть харак. Это называется касра. И он нам сейчас дает звук и. И. Это называется дамма. Алиф и сверху есть дамма. Он дает нам звук у. У. А сейчас буква ра. Скобка, видите, он дает нам звук р. Если эти фатха, касра, дамма использовать над буквой р, как будет, мы сейчас проверим, иншаллах. Буква р и фатха. Будем читать ра. На о. Почему? Потому что это исключение. Это мы позже объясним. Ра. Буква р и касра, то есть и. Ри. Это будем читать ри. Буква р и касра, который дает нам звук и. Ри. Буква р и дамма, который дает нам звук у. Ру. Это ру. Ру. А сейчас соединим две буквы. Алиф и фатха нам давал звук а и р. Ар. Это круглый, называется сукун. Он дает нам знать, чтобы мы остановили букву ар. А сейчас это ир. Понимаете? Ир. Алиф и касра. И ра, ир. Алиф, дамма, у. И ра сукуном. Будет просто р, ур. Ур. Теперь изучим букву за. Скобка, видите, с правой стороны там скобка буква з. То есть он дает нам звук з. З. Эта буква дает нам звук з. З и сверху фатха, то есть а. За. Это за. Понимаете? За. Ой, простите, братья, эта картинка должна была появиться до картинки, которую мы сейчас прошли. Это буква за и касра, то есть и. Как будем читать? Зи. Зи. Зу. Буква з и дамма. Зу. За, зи, зу было. Зу. Теперь прочитаем дальше. Алиф и фатха. Аз. Понимаете? Сукун. Сукун дает нам, чтобы мы просто произнесли звук этого буквы. Аз. Это из. Из читается. Это читается уз. Алиф и дамма. У. Буква з и сукун. Просто з. Уз читается. Уз. Это зар. Понимаете? Зар. Буква з и фатха. За. Зар читается. Следующее. Зир читается. Буква за. И там стоит касра внизу. Зи. Зи. Зир. Получается у нас. Зир. Буква з. Дамма. То есть он дает нам звук зу. Да? Зур. Зур. Это круглый обозначает, чтобы мы просто произнесли звук и не дальше. Зур. Теперь вот смотрите. Аз-ру. Аз-ру. Видите? Аз-ру. Это из-ру. Из-ру.
будет у нас. Изру. Дальше пойдем. Узру. Алиф и дома у. Буква з сукуном уз. И р дома ру будет. Узру. Это не узру, а урзу. 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 Дальше пойдем. Итак, братья и сестры, и конец нашей уроки. То есть вы должны внимательно учить, читать много раз это. Это не трудно. Сверху, если фатха, то он дает звук А. Снизу касра это И. А если дома, то У. А, И, У. Ра, Ри, Ру. Ар, Ир, Ур. За, Зи, Зу. Аз, Из, Уз. Зар, Зир, Зур. Азру, Изру, Узру, Урзу. Это совсем не трудно. И, инша Аллаху Рахман, вам тоже это будет не трудно. И вы, инша Аллах, научитесь читать. И вы тоже видите, что это не трудно ничего. И я вам желаю удачи. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.